Волконский Н.А. Война на Восточном Кавказе. С 1824 по 1834 год. Ингуши преимущественно были расположены в ущельях гор главного Кавказского хребта, получивших название от имени речек, в них протекавших: Кистинская, Акинская, Гихинская, Фортанская, и частью на плоскости между речками Сунжею и Камбелеевкою до Кабардинских гор. Слово «ингуш», подобно тому, как и чеченец, усвоено им другими кавказскими народами, а также и русским населением. От главного их аула Ингушт или Ангушт, находившегося некогда в Тарской долине, близ Владикавказа, на месте теперешней станицы Тарской. Сами же они именовали себя Ламор. Лам — гора. Доктор Иван Иванович Пантюхов. Ингуши. Антропологический очерк. Несмотря, однако, на то, что ингуши главным образом под влиянием религии до такой степени нравственно порабощены чеченцами, что некоторыми почитаются даже заодно с чеченцами племя, совершенно точную границу ингушских поселений определить трудно, потому что кроме принадлежащих к так называемым дальним кистинам, уже совершенно слившимся с чеченцами, ингушей, живущих по ущельям реки Аргуна, кистины в числе 392 дворов и 2150 человек, живут в обществах Саханойском, Майцком, Джакольском и других Тианецкого уезда Тифлисской губернии, а также в различных местах Сунженского отдела и Владикавказского округа Терской области. Карта Кавказского края, Генерального штаба, Отдельного Кавказского корпуса, 1842 год. Племя ингуш. Назрановцы. 9489 человек. Галаши, Карабулаки, Галгай, Цори, Кисты ближние и Джейрахи. 6016 человек. Всего 15505 человек. Племена чеченцев. Кисты дальние 18 тысяч человек. Ака, Пшихой, Шубута и Шопоте, Шаро и Киалал, Джани Бучри и Тат Бучри. 23 235 человек. Ичкерийцы 15 тысяч человек. Качкалыки, Мичик и Аух. 9210 человек. Чеченцы Терские и Большая и Малая Чечня. 24 860 человек. Брагуны. 1270 человек. Всего 91 575 человек. Итак, рассмотрим карту снова. Племя ингуш. Галаш. Карабулаки. Галгай. Цори. Кисты ближние. Джейрахи. Всех вместе взятых 6016 человек. Или 39% населения ингушей. И назрановцы. 9489 человек. Или 61% населения ингушей. Важно также отметить, что на карте отмечены также и Джерахо на реке Аргун, Волконский Н.А. Война на Восточном Кавказе. С 1824 по 1834 год. Ингуши не ладили с чеченцами. Даже более того, те и другие ненавидели друг друга и взаимно сближались, хотя редко, только тогда, когда их почему-либо одинаково связывала какая-нибудь преступная цель. Первый раз эта ненависть начала понемногу охладевать вследствие усилий Бибулата, который, имея в среде ингуш немногих приятелей, через посредство их старался сблизиться с этим народом и сблизить с ним своих соплеменников во имя будто бы общего обеим сторонам дела. Цель Бибулата была более или менее достигнута.
Но медленно и не сразу. А до того времени ингуши и служили нам, и разбойничали, и восставали против нас самостоятельно, без всякого постороннего участия. Их зазорное поведение столько же вредило нам, сколько отвлекало наше внимание от других более важных для нас местностей. Чтобы установить над ними возможно строгое наблюдение, корпусный командир подчинил их в 1822 году начальнику передовой линии генерал-майору Грекову, строгость которого и всегда добросовестное исполнение своих обязанностей ручались ему за достижение дела. Греков объявил ингушам, что забывает все прежние их поступки против русских, но требует прекратить всякие связи с чеченцами, самим себя охранять от хищников, лично и самостоятельно пресечь у себя всякое воровство и разбой и повиноваться нашей власти беспрекословно. Но этот дикий народ, привыкший к своеволию и вынуждаемый с давних пор силою обстоятельств снискивать себе пропитание всеми ненормальными способами, не мог переродиться в силу одного лишь строгого приказа. И Греков, понимая это, был долгое время благоразумно снисходителен к нему, прощая ему проступки более или менее неважные. Но когда убедился, что на дикарей, и, по его выражению, закоренелых мошенников, это исправительно подействовать не может, принял меры к уничтожению зла посредством выслеживания, строгого и иногда жестокого наказания тех вредных лиц, которые служили для других примером. В числе этих лиц главнейшее внимание обратили на себя двое: яндерский старшина, житель деревни Чуруча-Решты, Джентимир Куцуров, и его преемник, житель селения Яндерки, Джамбалат де Чичоев. Первый из них преимущественно занимался передержательством и укрывательством обреков, которые, благодаря почти недоступным трущобам, окружавшим Чуруча-Решты, находили не только у Куцурова, но и у всех жителей самый благонадежный приют. Греков уже целый год наметил себе в жертву знаменитого Джентимира, но обстоятельства складывались так, что он не мог лично уделить для него и для наказания арештовцев достаточного времени, а преследование и поимка старшины иным путем оставались бесплодны, потому что он среди своих таинственных дебрей был неуловим. 12 февраля, в 8 часов утра, он достиг Теснины. Оставив здесь пехоту, кроме одной роты, он приказал сей последней и 200 пешим чеченцам, снабженным топорами, войти в лес и расчистить его сколько возможно в труднейших местах. Сам же, с кавалерией, пустился в путь, имея при себе 1 пудовую бомбу, несколько гранат и 8 мешков с 5 пудами пороха. Лесная трущоба была прорезана благополучно, за нею оставалось до деревни версты 1,5, дорога стлалась сперва поляной по глубокой лощине, а потом всходила на гору, где и расположена была деревушка. Лишь только казаки выровнялись на поляне, Греков опоясал нагайкой своего доброго коня, и все понеслись в галоп. Увидев с горы эту картину, жители деревни бросились в огромную двухэтажную башню, высившуюся среди их жилищ, и заперлись в ней наглухо, уверенные в своей невредимости, так как знали хорошо, что орудия сюда провести невозможно, а без них взять эту крепость — дело несбыточное. Налет кавалерии был так стремителен, что, вскочив в деревню, она успела захватить в одной из сакль запоздавшего укрыться кабардинского обрека и женщину. Окружив тотчас деревушку, Греков потребовал у защитников безусловной сдачи, обещая им сохранить жизнь, но в ответ на это они отвечали ругательствами и выстрелами. Тогда, спешив 100 казаков и чеченцев, он приказал им взять башню штурмом, предупредив, что отступления им не будет, и всякий трус наказан будет по военному уставу. Капитану же Чернову велел руководить штурмом. Атакующие, взяв с собой привезенные ими артиллерийские припасы и, прикрываясь саклями, достигли благополучно расстояния от башни на 30 шагов. Но здесь уж место было совершенно открытое, и защиты от выстрелов никакой. Помня грозное приказание начальника отряда, казаки и чеченцы с гиком бросились напрямик, и хотя были встречены дружным залпом атакуемых, но в 2 мига очутились у подножия их убежища, где пули уж более не могли их поражать. Опасаясь, однако, что могут быть перебиты сбрасываемыми сверху камнями, они как можно поспешнее подкатили к дверям пудовую бомбу и разрядили ее.
Образовалось отверстие, весьма достаточное для того, чтобы бросить в середину малые мешки пороха. Первоначально пропустили туда полупудовый мешок, и в момент двери в обоих ярусах были выхвачены, но осажденные живо заложили их вновь и сделали 2 выстрела, что доказывало их полное еще присутствие духа. После этого, разбив нижнюю дверь ломами, бросили пудовый мешок, который, разрядясь, разрушил совершенно один угол башни доверху, оба потолка и земляную крышу, на которой были приготовлены камни и бревна. Весь этот материал с громом рухнул вниз и накрыл собою всех защитников, которых, по показанию уцелевших, было 14 человек. Штурм был кончен, надежная башня, в которой арештовцы видели свое верное спасение, сделалась их гробом. Только по невероятному случаю, смерть не коснулась ни одной из 18 женщин, запертых в одной половине верхнего яруса, но зато не обошла других 3 и 12-летней дочери Куцурова, бывших внизу. Из-под развалин вытащено было лишь 8 трупов, других же откопать не могли. При взрыве башни никто из атакующих не пострадал, но при атаке ее убит 1 казак, ранено 2 казака и 3 чеченца. Урок был славный и вполне удовлетворил Грекова, как потому, что самолюбие его перестало щемить ему сердце, так и потому, что редкий пример взятия твердыни руками не мог не убедить наших врагов в возможности для нас невозможного. Взяв с собою пленных женщин, он возвратился в Грозную. Преследовать было некому. Отдав имущество арештовцев чеченцам и раздарив им часть женщин, Греков обратил остальных на выкуп пленников. Сам Куцуров опять ускользнул, уехав, по счастливому случаю, утром в день штурма в селе Берешты. Немножко досадно было Грекову, что главнейшее и нужнейшее ему лицо, Джентимир Куцуров, опять сбережен судьбою, конечно, для новых злодеяний. Чтобы и здесь не видеть пробела, он поручил одному из чеченцев, имевшему с Куцуровым какие-то счеты, убить его и тем заслужить награду и особенное наше доверие. Чеченец легко согласился, и не прошло 2 недель, как голова знаменитого разбойника валялась у ног Грекова. Ингушевское племя состояло из следующих обществ: Кистинского, Джараховского, Назрановского, Карабулакского, впоследствии назвавшегося Голошевским, Галгаевского, Царинского, Акинского и Мериджинского. Все эти общества вместе имели свыше 30 тысяч душ. Хотя некоторые причисляют ингуш к чеченскому племени, но для тех, кто вращался среди них во время Кавказской войны, такое определение будет неудовлетворительным. Итак, Волконский говорит, что в 1834 году ингушей было свыше 30 тысяч человек. Карта 1842 года указывает, что ингушей чуть больше 15 тысяч. Куда делась вторая половина народа? Ответ знают все ингуши. Энергии Бибулата не было конца, и успешная деятельность его яснее всего выразилась на вероломном поведении относительно нас ингуш, чего менее всего ожидал Ермолов. По прибытии в декабре месяце из Кабарды в Чечню, он неоднократно предписывал владикавказскому коменданту полковнику Скворцову, чтобы сколь можно поспешнее склонить и вооружить назрановских ингуш, а также осетин, для действия против мятежных чеченских деревень, и в особенности против казах-кичу. После всех внушений и убеждений пристава майора Циклаурова, назрановцы отказались наотрез от нападения на казах-кичу, где у них было родство и связи. Когда же для увещания их приехал из Владикавказа сам Скворцов, то они кое-как согласились пойти на другие чеченские деревни по Сунже и на Карабулакские пассе, и то не иначе, как при участии и пособии наших войск. При этом они просили 3 дня на размышление и разведки о силах чеченцев и карабулаков, против которых им предстояло действовать. Скворцов должен был уступить, но при этом убедился, что назрановцы до сих пор оказывали нам преданность мнимую, ненадежную, и вовсе не желали ратовать за нас против мятежников. Они, действительно, его обманули, прошло не только 3, но и 5 дней, и никто из них не трогался с места, кроме тех нарочных, которые поскакали к казах-кичу и дали знать жителям об угрожающей им опасности.
Наконец, по истечении 8 дней, именно к 9 февраля, Циклауров кое-как успел собрать 60 человек и в полдень выступил с ними из Назрани. Но перспектива задуманного им набега быстро исчезла в пространстве самой неожиданной и курьезной действительности. Не доезжая до Малой Яндырки, он оглянулся назад и увидел, что из числа его соратников не осталось и половины, а когда, приближаясь к Куреевой деревне, попробовал повернуться в седле еще раз, то усмотрел, что уже нет за ним ни одного назрановца. Пришлось возвращаться назад в одиночку. Однако, Скворцову нужно было во всяком случае исполнить приказание корпусного командира. Употребив все меры, он собрал во Владикавказе более 100 человек конных осетин, присоединил их к гарнизонному батальону из 400 человек и, придав последнему 10 казаков и 2 орудия, отправил эту небольшую колонну в Назрань. Рассчитывая, что при участии наших войск ингуши не будут иметь повода отказаться от набега, он велел Циклаурову собрать их как можно более, усилить колонну в Назрани еще 50 человеками пехоты, 10 казаками и 1 орудием, и тотчас выступить для нападения на Казах-Кичу, а если ингуши этого не пожелают, то вести их на другие карабулакские деревни, если же и на них идти не согласятся, то сделать набег на селение Катар-Юрт или Мартан. Словом, и Циклауров, и вся колонна была поставлена в зависимость от ингуш и их прихотей. Прибытие наших войск подействовало на ингуш, хотя с трудом, но собрались они в числе 200 человек. 12 февраля отряд выступил из Назрани, прошел Яндырку и, переправясь через Сунжу, остановился на ночлег вблизи Куреевой деревни. Тут только, собрав осетинских чиновников и ингушевских старшин, Циклауров объявил им решительное желание генерала Ермолова наказать Казах-Кичу. Те и другие в эту минуту согласились на предложение начальника колонны, но на другой день, во время движения, повторили прежнюю историю, довели Циклаурова до преградного стана и отказались следовать далее. Как не урезонивали их со всех сторон и Циклауров, и все офицеры, ничего не вышло, кроме комичной сцены. Что было делать? В виду Казах-Кичу колонна повернула назад и 13 числа возвратилась в Назрань. Щелкачев, с его подкреплением, ушел во Владикавказ.